Это видео не про Кадырова, а, наверное, больше обращение к Рамзану Ахматовичу. Рамзан Ахматович, до операции на Украине вас, мягко говоря, не любили. Да и к чеченцам относились, мягко говоря, не очень хорошо, основная масса россиян. Потому что поведение каждого вот такого чеченца в России вызывало не неприязнь больше, а, наверное, люди боялись беспредела и их беспардонности. Может быть, вы этого и не знаете. По многим позициям, по многим известным фактам, россияне осуждали ваши действия. А сейчас мы плывем в одной лодке. Эту лодку уже нельзя остановить, и как она поплывет, во многом зависит от вас и от ваших ребят. Я, честно говоря, даже не верил в искренность ваших слов по поводу преданности России и президенту Путину. Сейчас происходит переоценка всех ценностей, всех действий и всего остального. Я, когда есть возможность, смотрю видео с ребятами из Чечни, которые находятся в Украине. Хочу попросить, чтобы они сберегли как можно больше мирных жизней, да и свои тоже. Никогда не думал, что скажу чеченцу брат. А сейчас я говорю: работайте, братья. Сберегите жизни свои и мирных граждан. От вас во многом зависит, насколько и как пойдет мирная жизнь в России и Украине. Вы жили как шейхи. И многие осуждали даже президента за то, что такое финансирование было в Чечню. В Ахмат, которые ездили на дорогих машинах, занимались тренировкой. Но когда было видео на площади, когда ребята собирались в Украину, это вызывало как-то надежду и подъем такой сил, потому что надежды россиян на вас очень большие. Ахмат – сила, поэтому видео было видно. Теперь просто надо подтвердиться. Спасибо за преданность, спасибо за то, что пошли с Россией. Я очень надеюсь на чеченских ребят, на их честность, на их профессионализм. И люди в Украине тоже на это надеются. Поэтому еще раз: работайте, братья. Это видео не про Кадырова, а, наверное, больше обращение к Рамзану Ахматовичу. Рамзан Ахматович, до операции на Украине вас, мягко говоря, не любили. Да и к чеченцам относились, мягко говоря, не очень хорошо, основная масса россиян. Потому что поведение каждого вот такого чеченца в России вызывало не неприязнь больше, а, наверное, люди боялись беспредела и их беспардонности. Может быть, вы этого и не знаете. По многим позициям, по многим известным фактам, россияне осуждали ваши действия. А сейчас мы плывем в одной лодке. Эту лодку уже нельзя остановить, и как она поплывет, во многом зависит от вас и от ваших ребят. Я, честно говоря, даже не верил в искренность ваших слов по поводу преданности России и президенту Путину. Сейчас происходит переоценка всех ценностей, всех действий и всего остального. Я, когда есть возможность, смотрю видео с ребятами из Чечни, которые находятся в Украине. Хочу попросить, чтобы они сберегли как можно больше мирных жизней, да и свои тоже. Никогда не думал, что скажу чеченцу брат. А сейчас я говорю: работайте, братья. Сберегите жизни свои и мирных граждан. От вас во многом зависит, насколько и как пойдет мирная жизнь в России и Украине. Вы жили как шейхи. И многие осуждали даже президента за то, что такое финансирование было в Чечню. В Ахмат, которые ездили на дорогих машинах, занимались тренировкой. Но когда было видео на площади, когда ребята собирались в Украину,
Это вызывало как-то надежду и подъем такой сил, потому что надежды россиян на вас очень большие. Ахмат — сила, по этому видео было видно. Теперь просто надо подтвердиться. Спасибо за преданность, спасибо за то, что пошли с Россией. Я очень надеюсь на чеченских ребят, на их честность, на их профессионализм. И люди в Украине тоже на это надеются. Поэтому еще раз: работайте, братья. Это видео не про Кадырова, а, наверное, больше обращение к Рамзану Ахматовичу. Рамзан Ахматович, до операции на Украине вас, мягко говоря, не любили. Да и к чеченцам относились, мягко говоря, не очень хорошо, основная масса россиян. Потому что поведение каждого вот такого чеченца в России вызывало не неприязнь больше, а, наверное, люди боялись беспредела и их беспардонности. Может быть, вы этого и не знаете. По многим позициям, по многим известным фактам, россияне осуждали ваши действия. А сейчас мы плывем в одной лодке. Эту лодку уже нельзя остановить. И как она поплывет, во многом зависит от вас и от ваших ребят. Я, честно говоря, даже не верил в искренность ваших слов по поводу преданности России и президенту Путину. Сейчас происходит переоценка всех ценностей, всех действий и всего остального. Я, когда есть возможность, смотрю видео с ребятами из Чечни, которые находятся в Украине. Хочу попросить, чтобы они сберегли как можно больше мирных жизней, да и свои тоже. Никогда не думал, что скажу чеченцу брат. А сейчас я говорю: работайте, братья. Сберегите жизни свои и мирных граждан. От вас во многом зависит, насколько и как пойдет мирная жизнь в России и Украине. Вы жили как шейхи. И многие осуждали даже президента за то, что такое финансирование было в Чечню. В Ахмат, которые ездили на дорогих машинах, занимались тренировкой. Но когда было видео на площади, когда ребята собирались в Украину, это вызывало как-то надежду и подъем такой сил, потому что надежды россиян